региональном отделении Фонда социального страхования вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». В торжественном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор республики Алексей Круглов и вице-премьер Рустем Келихсаев. Получателями новых автомобилей стали Олег Зайцев, Вячеслав Хистанов и Геннадий Йорш, получившие травмы на производстве. Все они по линии социального страхования первый раз получили новые автомобили с ручным управлением. Всего с 2000 года за счет средств Фонда социального страхования России было выдано 89 специально оборудованных автомобилей. Государство не может быть в стороне от людей, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации. Эти вопросы находятся на ежедневном контроле главы республики Северной Осетии Алани Таймуразовны Мансурова. И вот работа, которая проводится Фондом социального страхования в рамках реализации федерального закона, уже с 2000 года порядка 89 человек в аналогичной категории получили автотранспортные средства. Северная Осетия вошла в число регионов, где будет реализована программа «Жилье для российской семьи». Если ранее на бюджетную квартиру могли рассчитывать только учителя, врачи и работники культуры, то теперь квадратные метры смогут получить все госслужащие. Документ сегодня одобрили на заседании правительства республики. Реализация программы возложена на Министерство строительства, энергетики и ЖКХ. Сегодня же Кабмин одобрил постановление о внесении изменений в систему оплаты труда работников образования. Мы констатируем три важных момента. Первое – это увеличение доплаты за квалификационную группу учителей. Второе – это мы выделяем в отдельное стимулирование за классное руководство. И третий момент – мы увеличиваем аудиторную нагрузку, оплату за аудиторную нагрузку в части базового оклада. В начале 2016 года во Владикавказе пройдет совещание участников организации Черноморского экономического сотрудничества. Подготовку к форуму начали уже сейчас. Председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев встретился с делегацией Министерства иностранных дел России. Говорили в основном об организационных моментах. Необходимо уже сейчас предоставить сметы, чтобы расходы на проведение мероприятий внесли в федеральный бюджет. В период председательства России в ЧС пройдет ряд встреч. Мы хотели бы предметно показать остальным странам-участницам не только, скажем, Москву, где они уже были многократно, но и те регионы нашей страны, поистине необъятной страны, где тоже есть очень хорошие возможности и где люди работают во благо всей нашей необъятной Родины. Это не громкие слова, это на самом деле реальность. Старейшая гидроэлектростанция «Русгидро» Кизельдонская ГЭС празднует свое 80-летие. Она до сих пор является самой высоконапорной в стране. Идею строительства ровно 100 лет назад предложил простой горец Ципу Байматов. На этой самой станции выросло не одно поколение энергетиков. От имени главы республики и председателя правительства благодарность сотрудникам за мужество, стойкость и эффективную деятельность выразил вице-премьер Константин Габисов. Работников наградили почетными грамотами. Эта станция внесла огромный вклад во время войны в дело обеспечения электроэнергией фронта, розничных нефтяных источников, заводы и фабрики Владикавказа, госпитали. Поэтому мы к этой станции относимся с особой теплотой. С истории Кизельдонской ГЭС начинается вообще вся история гидроэнергетики Северного Кавказа, и в том числе нашей республики. Во Владикавказе издали первую в России детскую конституцию. В документ включена 31 статья из различных глав основного закона республики. Детская конституция написана сразу на двух языках – русском и остинском. В проект документа попали преимущественно те положения, которые касаются прав и свобод несовершеннолетних. Одними из первых с детской конституцией ознакомились ученики 5-й гимназии. Подобные мероприятия при общении к основному закону нашей республики позволяют не только повышать правовое сознание, правовую культуру наших граждан, но и позволяет воспитывать детей, подрастающее поколение в духе уважения к закону, человеку, его правам и свободам.